Добрый день. У меня вопрос к специалистам Минздрава. Сегодня министр здравоохранения господин Цой на заседании правительства фактически впервые признал наличие летальных случаев среди вакцинированных граждан. Он сказал, что удельный вес летальности от COVID-19 среди непривитых составил 87,7%, тогда как вакцинированных приходится 2,3%. При этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания. Скажите, пожалуйста, сколько человек вакцинированных первым либо двумя компонентами скончались в Казахстане, начиная с момента вакцинации с 1 февраля 2021 года? Уважаемый спикер. Микрофон. Данный вопрос сейчас прорабатывается, идут расчеты. Вот среди умерших именно вакцинированным первым и вторым компонентом у нас нету. Этот вопрос сейчас отрабатывается. Вы хотите сказать, что министр здравоохранения господин Цой солгал на заседании правительства? Если я могу подтвердить, что действительно удельный вес летальности от ковид среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%. При этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания. Я могу подтвердить, да. А сколько, это я не владею цифрой. Я прошу вас данный вопрос официально, то есть сделать запрос, мы вам ответим. Вы знаете, мы хотели бы задать этот вопрос самому господину Цою или вице-министрам, но поскольку они не выходят на пресс-конференцию, а прикрываются вами, плюс ко всему вчера, как сотрудники СК, так и ваш пресс-секретарь Минздрава госпожа Артакшинова заявила о том, что все эксперты, которые выйдут сегодня на брифинг, они полномочны ответить на все вопросы по Минздраву. Поэтому я все-таки хочу, чтобы вы сказали количество летальных исходов, потому что 2,3% это люди, это живые люди. Это люди, которые скончались, это чьи-то братья и сестры, отцы и матери. Скажите, пожалуйста, возможно, дети, скажите, пожалуйста, сколько всего скончалось людей после получения прививки? Вы понимаете сейчас, как вы больно бьете по тем, чьи родственники скончались после вакцинации, называя их в процентном соотношении, и не сказав даже статистику? Добрый день, Айнур. Я, с вашего позволения, отвечу по городу Нур-Султан. У нас с начала года от коронавирусной инфекции умерло, к сожалению, 1081 человек. Из них 23 человека были полностью иммунизированы. Это, конечно, мизер, это около 2%, но эти люди были старше 59 лет и имели несколько серьезных хронических заболеваний. Сейчас проводится аналитика, какими болезнями, кем болели. Позже мы это тоже можем представить. Спасибо большое за статистику по городу Нур-Султан, но меня интересует статистика по стране, потому что кроме Нур-Султана у нас есть еще 16 регионов. Поэтому, господа из Минздрава, скажите, сколько всего человек скончалось после получения вакцины? На данный вопрос мы ответим официально. Спасибо, У вас сейчас, господин модератор, я не прерываю вас, Айнур. Да, спасибо, но это же спасибо. бессмысленно сейчас, вы сами понимаете. Я больше чем уверена, что специалисты знают, но они не хотят говорить количество. Хорошо, давайте пойдем от противного. Сколько людей вообще скончалось от COVID-19? Всего. Всего. Есть такая статистика, да? Я могу озвучить официальные данные. Значит, всего умерших 11
0,52. Из них с плюсом 7103, минус 3949. Это всего по нарастающей. За сутки умерших 154. Так вот, 2,3% от этой статистики, я посчитал, это 182 человека. Так или нет? Я могу ошибиться, но точные данные мы дадим официально. То есть вы не владеете информацией? Дадим официально. Айнур, пожалуйста, вот Да, у меня есть вопрос. Господин модератор, просьба к вам. Чтобы в следующий раз в СЦК приходили люди, которые владеют информацией и Хорошо, не мы занимали эфирное время, оплаченное из наших налогов. Мы учтем, Айнур. Второй вопрос. Касательно закупки вакцин. Какое количество вакцин было закуплено Минздравом с начала года, по каждой вакцине отдельно? Какие из них были закуплены за счет бюджета, какие за счет Самрук-Казна? Стоимость двух компонентов каждой вакцины – Спутник, Какзвак, Хаят-Вакс, Коронавак, Синофарм, Вересел. По данным Министерства здравоохранения, Департамента лекарственной политики с начала года приобретено в Казахстане, поставлено в регионы вакцины для вакцинации 6 миллионов человек. Спутника ВИ для вакцинации 5,4 миллиона, Казвак 134 тысячи человек, Хаят для вакцинации 500 тысяч человек и Синовак для вакцинации 250 тысяч человек. До конца года еще будет закуплено вакцины для вакцинации 7,3 миллиона человек, в том числе Спутник ВИ для вакцинации 2 миллионов. Поставка планируется в августе-сентябре, отгрузка уже проведена. Синофарм закуплено будет для вакцинации 2 миллионов человек. Первая партия уже в объеме 1 миллион доз уже прибыла. И Казвак будет закуплено для вакцинации 1 миллион 350 тысяч человек. Какие были за счет бюджета, да, второй вопрос? Да. За счет средств из резерва правительства было закуплено вакцина «Спутник ВИ», «Касковитин», «Коронавак», «Синофарм». За счет внебюджетных средств Самрук-Казна была закуплена вакцина «Хаят-Вакс». По стоимости на сегодняшний день Министерство здравоохранения заключило соглашение о конфиденциальности, и в рамках которой запрещено озвучивать стоимость вакцин. Вместе с тем, учитывая, скажем, интерес населения, Министерством здравоохранения сегодня уже ведутся переговоры о проведении, переговоры о том, чтобы с производителями о том, чтобы разрешить разглашение стоимости вакцин, о чем Министерство здравоохранения дополнительно будет вас известит. Спасибо. Скажите, пожалуйста, знаете, я совсем не понимаю, да, каким образом это может быть конфиденциально, когда вакцину закупают за счет, в том числе и моих налогов. То есть вы хотите сказать: Айнур, мы сейчас из твоих денег возьмем, закупим вакцину, а сколько она стоит, мы тебе не скажем. Так получается? Айнур, я сегодня, скажем, уполномочена только сообщить информацию, которую мне передали для озвучивания. Дополнительно ваш вопрос будет передан в соответствующее структурное подразделение министерства. Спасибо. Спасибо, Айнур. Разрешите перейти к Спасибо, следующему? модератор. И еще раз. Не нужно нам выводить на СЦК людей, которые не владеют информацией и не полномочны отвечать на вопросы даже не журналистов, а населения. Спасибо, мы работаем Спасибо. над этим. До свидания. До свидания.